прямом эфире новости Татарстана в субботу. Здравствуйте, в студии Даяна Саитова, и в начале коротко о главных темах выпуска. Дополнительный импульс для Иннополиса. Сейчас процесс протягивания идет 530-го газопровода, резервная нитка. Как благодаря уникальной технологии удалось проложить газовую трубу прямо под нос Свияги, знает Сергей Хайдаров. Полиэтилен усовершенствованный. Это будет способствовать синергии различных отраслей. Новая установка по производству композита. Что это дает для Татарстана, расскажет Зарина Ахметова. Символ храбрости и мужества. Он является для нас примером прежде всего храбрости. Героическую историю Артема Айдинова расскажет Лилия Кашфарова. Новый импульс для самого технологичного города. Сегодня Рустам Минниханов ознакомился с ходом реализации инвестиционного проекта компании «Газпром». Это новый газопровод до населенного пункта Елизаветино. Путь его лежит и через Иннополис. Этот объект обеспечит дополнительные объемы поставки газа для 60 тысяч потребителей в 9 районах Татарстана. Что он еще даст жителям и в чем его уникальность, знает Сергей Хайдаров. Зеленодольский район где-то под селом Бритвино. Строители не скрывают радости. Самое сложное позади. Газопровод практически собран. Трубу протянули прямо под Свиягой. Сейчас процесс протягивания идет 530-го газопровода, резервная нитка. На данном переходе мы работаем уже 57 дней, не останавливаясь, 2 смены. А тянем лебедкой или чем? Там буровая установка стоит тяговым усилием 250 тонн работает. Взглянуть на результаты работы сегодня приехал Рустам Минниханов. Ему рассказали, этот объект обеспечит 60 тысяч татарстанцев газом. Это 9 районов республики, среди потребителей и Иннополис. Длина этой трубы почти 1,5 километра. И, как говорят строители, положить ее удалось уникальным для нашей республики бестражейным способом. Благодаря этому удалось практически не тронуть реку Свиягу, которую пересекает труба. Этот метод бурения специалисты называют наклонно направленным. Он не наносит вреда природе, ведь рыть траншеи не надо. 800 миллионов кубических метров газа – это дополнительно. Да, это потребление крупного города. Поэтому вот эта зона, она уже инфраструктурно будет готова для и промышленных, и бытовых возможностей. И те технологии, которые здесь использованы, это самые современные. В этом году достроят еще 8 километров газопровода на суше, а в следующем году объект сдадут полностью. Сергей Хайдаров, Данил Филатов, ТНВ, Зеленодольский район. Сегодня герой Советского Союза Борис Кузнецов вернулся с торжественного приема по случаю Дня Героев Отечества. Он накануне прошел в Москве. Героев России и Отечества поздравил Владимир Путин. В Екатерининском зале Кремлевского дворца собралось 250 военных и гражданских лиц. Это те, кто останется для многих поколений россиян примером мужества и героизма. А сегодня в Казани Бориса Кузнецова встречают участники юнармии и Казанская кадетская школа его имени. Какие мы сегодняшний день достигли вершины в обороне нашей страны. Мы были поражены. То, что делается нашим президентом, верховным главнокомандующим, это цель наша сегодняшний день – создать мощные вооруженные силы нашей страны. В Московской области недавно завершилась работа съезда партии «Единая Россия». 2 дня делегаты съезда, в числе которых и татарстанские единороссы, отчитывались о сделанном за год и совместно искали пути решения острых российских проблем. Сегодня к татарстанским делегатам присоединился и Рустам Минниханов. Об основных итогах съезда нам по телефону сообщит Дина Газалиева. Местом для проведения своего итогового съезда 18-го единороссы в этом году выбрали Подмосковье. Сотни делегатов из разных концов страны в течение 2 дней обсуждали сделанное за год по всем партийным программам. Социальная сфера, образование, жилье молодым семьям и многое другое. Ну а сегодня ключевым событием съезда стало пленарное заседание. Дмитрий Медведев, председатель «Единой России», одним из главных итогов года назвал проведение в стране президентских выборов, а также заявил, что партия власти поддержала непопулярное, но очень важное для России решение о проведении пенсионной реформы. Из ряда основных партийных проектов Дмитрий Медведев выделил здравоохранение. Надо стать требовательнее к себе, к своей ежедневной работе. Для селян было предложено сделать ипотеку на 3-4% ниже существующей, а городские пространства и дальше обустраивать. Ведь это комфортная жизнь для миллионов людей. За год по стране привели в порядок 16 тысяч городских дворов и 200 парков. Татарстан задает тон в этом направлении. Главное обучить людей, главное дать им компетенции.
и немножко денег. Все это решается. Решать текущие проблемы татарстанские единороссы готовы и дальше совместно с оппозиционными партиями, заявил, отвечая на вопросы журналистов сегодня, Рустам Минниханов. Сейчас «Единая Россия» в Татарстане выполняет все социальные обязательства, которые взяла на себя перед избирателем, уверил руководитель республики. А об обязательном диалоге с людьми говорит и Владимир Путин. Он обратился к единороссам с требованием слушать простых людей. Нужно уважение к людям проявить, разъяснять свою позицию. Это несложно. Об основных задачах в развитии страны и так называемых майских указах президента говорили уже практически все выступающие. В этом году повестка дня работы съезда была ориентирована в первую очередь на потребности регионов. Дина Газалиева, ТНВ, Московская область, Красногорск. Более 600 тонн композита в год. В Татарстане запустили новую экструзионную линию для выпуска полимеров. Продукт из Высокогорского района пользуется большим спросом у российских и зарубежных производителей кабелей. Что это даст экономике республики и сколько жителей пойдут туда работать? Зарина Ахметова. Вчера студент, а сегодня аппаратчик экструзионной линии. Это предприятие – первое место работы Булата Шарипова. Задача начинающего специалиста непростая и ответственная – следить за исправной работой нового оборудования. Для меня это что-то новое, интересное, потому что я это все видел только в теории, в знаниях, в институте, в книгах. А когда в реальности это все видишь, встречаешься, это совершенно другое. Сегодня здесь запустили дополнительную линию оборудования из Китая. Скоро на нем будет работать 12 специалистов. За час новая установка производит более 1 тонны композитного материала. Из него делают кабель. Было принято решение совместно с Минпромторгом о том, что необходимо наращивать объемы потребления. Потребители наши – это кабельные заводы Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан. Сырье для композита татарстанское. Новая линия увеличит долю экспорта отечественной продукции. За счет того, что мы имеем уже высокотехнологичные специальные марки различных полимеров, это будет способствовать синергии различных отраслей российской промышленности. В планах запуск еще одной линии. Ее строительство начнется в 2019 году. Зарина Ахметова, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Высокогорский район. Судьи играют в хоккей. Сегодня в Казани стартовал турнир по хоккею с шайбой между судьями, адвокатами и работниками Центра правовой поддержки республики. В этом году к татарстанским коллегам в борьбу за кубок включились и нижегородские судьи. На ледовой арене свои силы проверяли сразу 4 команды. Соревнования приурочили ко дню юриста. По буллитам победила команда Верховного суда «Фемида». Проведение спортивных мероприятий в судебной системе у нас становится системой. Мы проводим разные вещи. Цель этих мероприятий – это снятие стресса, это общение и вообще здоровый образ жизни, связанный с занятием спорта. Сможет ли Койреш войти в программу Олимпийских игр? В Казани стартовал чемпионат страны по национальному виду спорта. Более 150 борцов из 30 регионов России вышли на ковры Дворца единоборств. Начинающие спортсмены, мастера спорта и чемпионы мира. Среди участников национального вида борцы разного уровня. Всех объединяет одна цель – стать чемпионом страны. А дальше можно замахнуться на Европу или мировой пьедестал. Я считаю, наша цель и задача сделать все возможное, чтобы эта борьба, этот вид спортивной борьбы попал в олимпийскую программу. Когда это произойдет, я не знаю. Я думаю, нам надо всем стремиться и стараться. Герой нашего времени. В Казани состоялся всероссийский турнир по дзюдо памяти Артема Айдинова. 53 года назад 18-летний парень пытался остановить преступников. Бандиты были вооружены, и история обернулась трагедией. Каждый год ветераны боевой комсомольской дружины возлагают цветы и вспоминают подвиг студента КАИ. Почему помнят и будут помнить, расскажет Лилия Кашфарова. Каких друзей мы знали? Каких друзей помнит Леонид Штейнберг? 1965 год, ему 18, Артему Айдинову тоже. Первокурсники КАИ, члены боевой комсомольской дружины, помогают милиции ловить преступников. 6 декабря к ним обратился студент, которого преследовала местная шпана. Ребята вышли на дежурство. Надо было защищать парня, мы защищали. Защитили. Штейнберга спасли от бандитского ножа суровые нитки. Мама прошила порванный карман. Айдинова ранили в артерию, спасти не удалось. Потеря крови, похороны, самолет на родину, в Грузию, 1000 провожающих. Я считаю, это символ служения
служение своему народу, обществу. 10-й юбилейный турнир собрал 10 регионов, 150 спортсменов. Но почти каждый хочет быть похож на одного человека. Он является для нас примером прежде всего храбрости. Мне хотелось бы больше храбрости, духа. Пойти защищать студентов и ценой своей жизни. Ежегодно сослуживцы дружины возлагают цветы и вспоминают Артема Айдинова. В честь него названа улица, в 71-й школе работает музей и воздвигнут памятник. Вот то самое общежитие, откуда ребята выбежали на помощь, а вот те самые дворы, где произошла роковая встреча. Артем трагически погиб от бандитского удара ножом. Он не успел сдать ни одной сессии и не построил самолет, как мечтал. Но зато на своем примере он воспитал целое поколение мужественных и сильных людей. Лилия Кашварова, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. В Госдуме хотят официально разрешить мат на концертах. Зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов предложил разрешить музыкантам использовать нецензурную лексику. Он подчеркнул, что речь идет именно о сольных концертах. Сейчас за нецензурные выражения на сцене могут привлечь к административной ответственности как музыкантов, так и организаторов. Наши корреспонденты поинтересовались мнением казанцев, как бы они отнеслись к принятию такого закона. Отрицательно, очень отрицательно. Это уровень образования показывает, уровень культуры какой-то. Поэтому очень. Я прям стараюсь выключить даже, когда такое подобное есть. Бред. Я как сценический человек, мне кажется, это неприемлемо на сцене. Плохо. Это очень плохо. Когда, со сцены иногда смотрят дети, иногда. Это очень плохо получается. Отрицательно. Отрицательно. Нельзя такого допускать. И так у нас всякой грязи много. Это, во-первых, неприлично. Во-вторых, не принимается как-то все равно. Дом, милый дом. Сегодня легендарная оперная прима Аида Гарифуллина выступает в Казани. С БКЗ имени Сайдашева начинается ее тур по стране. Напомним, на своей родине дива не выступала 4,5 года. В последний раз она порадовала публику шоу с Пласидо Доминго. В этот раз компанию ей составит Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан. В эти минуты в БКЗ находится Рамиль Шайдуллин. Рамиль, как обстановка? Много ли на концерте людей? Да, добрый вечер, Даяна. Думать о том, что сегодня не будет аншлага, было бы, наверное, просто смело, потому что об этом шоу и точной дате его проведения люди знали как минимум за полгода. Зрители приехали из других городов, чтобы увидеть и услышать это вживую. Мы этот концерт ждали очень долго. Как только появились в интернете билеты, мы поторопились их приобрести. Очень ждали с нетерпением и всей семьей пришли сегодня на концерт. Звезда такого масштаба приезжает не так часто. Очень бы хотелось, чтобы было яркое, сочное выступление, наслаждаться голосом. Да, этого выступления ждали минимум с весны. Уже тогда была определена точная дата концерта. Ждали высоких оперных партий Аиды Гарифуллиной. Сегодня она начала свое выступление с своей визитки с вальса Джульетты из оперы «Ромео и Джульетта». Давайте послушаем, как это было. Аккомпанирует премия Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан. Специально для Казани не подготовили и татарские песни. Аида Гарифуллина исполнит партию из оперы «Шурале» Фарида Яруллина, романс Рустама Яхина и татарские народные песни. На этом у меня все. Даяна. Спасибо, Рамиль. А сейчас все самое интересное и обсуждаемое в нашей традиционной рубрике «В сети». Всем привет! Что происходит в интернете? Что обсуждают татарстанцы и над чем больше всего смеются пользователи сети? Вот, например, «Мистер Парковка» или «Как заставить всех окружающих ненавидеть тебя за пару секунд». В комментариях под этим видео пользователи уже запустили сбор денег, чтобы набрать водителю 50 рублей за парковку. Или вот нашли у нас в республике улицу с самым большим количеством дорожных знаков. Это в Агрызе. Похоже на выставку знаков. Мне кажется, что скоро сдавать на права будут именно здесь. Так что количество выданных прав в Агрызе скоро значительно сократится. Это рубрика «В сети». Начнем. Итак, скоро Новый год, и многие семьи уже планируют отпуск, куда они поедут отдыхать и так далее. И по сути логично, что семья в это холодное время выберет теплое место для отдыха. Но есть
исключение. Именно этому посвящена наша следующая композиция. Нам сегодня не до сна, у отца начало отпуска, и я сижу в двойных носках. Отцу наплевать на Ибицу. Нижнекамск, Ибица, сердце стало реже, и я уже не буду прежним. Ну прям огонь, молодцы ребята. Действительно, какая Ибица, когда есть Нижнекамск, подумал мэр Нижнекамска и выложил фотку с отдыха. Так что правильно планируйте свой отдых. Бабушки там 8 соток, я в луже растворил красоток. Звуки забивания свои, отдыхаю, Нижнекамск. А вот наш следующий герой точно улетит отдыхать в теплые края. Тем более повод есть. Всегда же на спортивных матчах есть конкурс, где нужно забросить мяч в кольцо, попасть через все поле в ворота или через весь лед забить шайбу в маленькие ворота. Так вот, на матче Акбарс-Локомотив болельщик пришел обычным парнем, а ушел миллионером. Что ты ее там? Идет. За точное попадание мужчина получил 1 миллион рублей. Причем потом он вошел в кураж, говорит: клюшку мне еще подарите. Клюшку в подарок, наверное, возможно это, но чуть-чуть позже. Так что, друзья, запомните, нет ничего невозможного. Ну а сейчас наша традиционная рубрика «В сети с президентом». Неделя Рустама Минниханова началась в Финляндии. Тут и фото с президентом Финляндии, и Центральная библиотека Хельсинки. Затем Москва и кадр с руководителем Федеральной налоговой службы. Ну, с таким человеком только быстрый разговор на ногах и без улыбок. И, наконец, открытие галереи современного искусства. По популярности новостей сейчас на первом месте идет блогер Эрик Давидович, который вышел на свободу. Его возвращение ждали миллионы пользователей и, как видите, пришли его встретить. Так что ждем в скором времени новых видео от Давидыча. И напоследок вам зажигательный танец в одном из торговых центров Казани. Всем хороших выходных, будьте в сети. Пока! Танцуй со мной, пепеле, танец мой, пепеле, смахни рукой, пепеле, 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 танцуй со мной, пепеле. И на этом наш выпуск завершен, а сейчас прогноз погоды. Хорошего вечера. Каждая семья ценит в «Шкода» что-то свое. Петровы вдохновлены звериным характером «Кодиак». Соколовы воспевают вместительность «Рапид». А Дима уверен в надежности «Октавия». И в Кате. А за что будете ценить «Шкода» вы? Только до 31 декабря «Шкода» с выгодой до 180 тысяч рублей. Транстехсервис Авто. Улица Даурская, 18. Транстехсервис Азина. Проспект Победы, 194. Только до 10 января. Лечение катаракты 29 900 рублей. Клиника Кузлер. 295 94 40. С чего начать обследование щитовидной железы? Сдайте анализы на гормоны всего за 899 рублей. Айболит 255 41 41. Казанский международный фестиваль мусульманского кино вновь зажигает экраны. Фильмы-победители этого года в проекте «Эхо фестиваля». Весь декабрь в муниципальных кинотеатрах республики. А с 3 по 9 декабря в Казани в кинотеатре «Мир». Для детей старше 12 лет. Шоу Марии Киселевой «Миссия Одиссей» с 29 декабря по 4 января. 16 декабря в 10 часов Российский исламский институт приглашает на День открытых дверей. Знаменитая трагедия Шекспира «Ромео и Джульетта» в постановке Ильи Авербуха. Грандиозный драматический спектакль на льду. 8 января в Татнефть-арене. Артистлар күп, ләкин ул берәү. Салават Фатхетдинов Мәскәүдә. 15-16 декабрь көнне көндезге сәгать 2-дә һәм кичке сәгать 7-дә Космос концертлар залында көтеп алабыз. 2 көнгә 4 концерт. Белкада шок каткыч көннәр. Чәшке тон 57 мең, мутон 7 мең, кайры тон 25 мең. Белка, Татарстан 7.
Новогоднее предложение от Канавто. Ваша новая «Лада» в декабре от 369 900 рублей с выгодой до 155 тысяч рублей, либо в кредит от 75 рублей в день. Канавто. Сибирский тракт, 48. Татаринформ. 27 лет мы делаем новости. На русском и татарском языках. На любых мобильных устройствах. Новости, события, подробности. Белкада шок каткыч көннәр. Шәшкетон 57 мең, мутон 7 мең, айрытон 25 мең. Белка, Татарстан 7. Элвин Грей концертларына рәхим итегез. 12 декабрь Баулы, 13 Лил, 14 Түбән Кама, 15-16 Әлмәт, 17-18 Азнакай, 19 Актаныш, 20-21 Лениногорск, 23-24 Лат. Здравствуйте! О погоде после полезной информации. Хотите качественную и недорогую кухню по вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать со скидкой 20%. Данил Мастер, Казань, Восстание 23, телефон 2 167 166. В погоде без изменений. Сохраняется вполне комфортный температурный фон. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке республики будет наблюдаться снежный день. -4. На северо-востоке Татарстана теплее, -3. Также ожидаются осадки. На севере Татарстана аналогичная ситуация, снежно. На северо-западе республики похожая погода, не обойдется без осадков. На юго-западе республики температура будет колебаться от -3 до -5. Пройдет снег. В центре Татарстана 3-4 градуса ниже 0. Вероятен снег. В понедельник ожидается аналогичная погода. Спонсор показа – клиника Фарм-Т. Лечение аденомы и простатита по европейским стандартам, без боли операции на израильском аппарате Термекс. Телефон в Казани 292 66 77. Клиника Фарм-Т. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292 66 77. Дорогие жители Казани, в честь Дня Конституции потребительский кооператив «Семейная копилка» объявляет акцию. Только с 12 по 14 декабря действует программа «Праздничная». 20% годовых сроком на 12 месяцев. А также дарим пайщикам приятные подарки. Подробности по телефону 843 239 17 36. Улица Чистопольская, 55. Спонсор программы – потребительский кооператив «Семейная копилка». Время идет, доход растет. Вас ждут по адресу город Казань, улица Чистопольская, дом 55. Телефон 239 17 36. В Казани ожидается снежный и теплый день. Не ниже -4. Ветер южный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 95%. В магнитном поле Земли спокойно. С болями в спине и суставах медицинский центр «Доктор Ост» поможет без операций и протезов. Современные технологии, запатентованные методы и профессионалы своего дела. Вернуться к полноценной жизни просто. Когда сустав болит невыносимо и отказывается работать как прежде, остается заменить его на протез. Медицинский центр «Доктор Ост» предлагает иные современные решения – ударно-волновую терапию и плазмолифтинг. Благодаря инновационным технологиям стало возможным помочь пациентам любого возраста с проблемами суставов любой сложности, без операций и протезирования. В центре могут помочь уменьшить боль, укрепить суставы и повысить их эластичность. Не терпите боль, запишитесь в «Доктор Ост».